Всем привет! Сегодня начался мой отпуск, также у Кати каникулы, и мы едем отдыхать. Мы решили отдохнуть в санатории. Сейчас мы находимся в Пулково, и скоро у нас вылет в Уфу. Там по планам нас встречают друзья, мы садимся в машину и едем в санаторий Карагай. Что из этого выйдет, мы увидим на видео. А пока интересная история. Пока мы ехали, нас остановила полиция, и у нашего таксиста не оказалось лицензии, потому что он через 3 или 4 дня улетает к себе домой и решил, что он может работать без лицензии, без патентов, без всего. Вот такая вот антиреклама Яндекс.Такси. Вот такие приключения с самого начала отпуска. Будет еще наверняка что-то в аэропорту. Обязательно по прилету в Уфу что-то снимем по дороге. Так что надеюсь, что эта серия будет интересной. Все, до встречи. Мы прошли регистрацию, прошли досмотр. И сейчас вот сидим, ждем, когда подадут наш самолет. Осталось буквально там 1,5 часа до взлета. Есть время все посмотреть, определиться с выходом. Все в порядке. Ждем. Готовимся к вылету. Удалось сесть вместе. Замечательно. Именно по поводу того, что нам удалось сесть вместе. Все. Прощаюсь в Петербург, и следующее включение уже из Уфы. Верю в положение автомата. Ну вот и все. Мы в Уфе. Ждем сейчас Никиту с Аленой. Они приезжают. Мы садимся и едем в Карагай, в санаторий. Нас там уже ждут. Сегодня у нас прием у врача, терапевта, который пропишет нам лечение. И мы успеваем на обед. Посмотрим, наверное, сегодня, чем нас будут кормить. Ждем. Вот такое вот утречко в Уфе. Чё, как ваше настроенечко, Катя? Очень хочется спать. Я сейчас к стеночке просто какой-нибудь прислонюсь и усну. Ничего, сейчас съедим чебурек, И точно какой-нибудь усну. беш-бармак, и все будет хорошо. Да, тогда. Мы все еще ждем Никиту, Алену. Они вот-вот должны подъехать, уже выехали за нами. И надеюсь, мы куда-нибудь заедем позавтракать. Очень захотелось кушать, прям очень. Не знаю, время 7 часов здесь, сколько там, даже уже почти 8, без 18-17 минут. Вот. Будем двигаться и куда-нибудь заедем обязательно покушать. Первая наша остановочка вот в таком замечательном месте. Что, наконец-то еда? Да, очень вкусно завтра будет. Очень-очень. Будем сейчас кушать.
Ура! Красота, однако ж. Вот скала, собственно, которую Которую взорвали, да? Да. Одна Она вот из была скал, вот прямо да. вот здесь. Офигеть. Просто поменяли рельеф. Нет? Чего? Мясникова деревня вот здесь была уже или нет? Еще был съезд? Знаешь, как-то быстрее не особо охотно ехать. В принципе, комфортно, мне кажется. Ну, так-то 117. Но она не ощущается. Уже были какие-то там экзамены, несу, она ни хера не учила. Она вообще очень странная, в принципе, талантливая девочка, но она вообще нифига не делала. Она могла там вот 3 месяца не ходить к нему, он там мне жаловался на нее, какая она плохая, все дела. Вот, и помню, как-то она пришла, что-то там играла, он на нее так орал, а она, видимо, еще наизусть плохо знала, что-то там пыталась играть, и я думаю, господи, что же меня ждет сейчас, а? У нас была такая завкафедры. Ну, мы знали, что у нее биполярка. Мы к 4 курсу, мы это прекрасно понимаем. Ты просто ходишь мимо ее кабинета несколько раз утром, чтобы понять, сегодня хороший день или к ней лучше не приближаться, в принципе. Потому что она могла, как и тебе все по полочкам разложить, сказать, молодец, что пришел золото, зайчик, и вообще все прекрасно, так и просто, распять тебя, распять. Ужасно. Ну, с такими детьми сложно. Вот. У меня такая преподавательница была в колледже по специальности. Мы с утра с девчонками встречались, у которых там 8:50 было первое занятие, и спрашивали, какое у нее настроение. Потому что реально, иногда, если у нее хорошее настроение, даже если ты не учил, ты будешь молодец. А, как правило, когда ты позанимался, думаешь, сейчас как выдам, все, ты пиздец тебе. Красотища. Нравится? Нравится.
Просто неописуемая красота, идеальная гладь воды, горы. Здесь рядом идет водосброс, какая-то дамба небольшая. Сказали, что это называется пруд Сим. Очень красиво. Остановились ненадолго, посмотреть и поехать дальше. Я в восторге. Очень нравится. Очень. Памятник природы областного значения Симский пруд. Создан в 1987 году. Все, мы на месте. Сосны. Красота. Ух, прям смотри, одна к одной стоят. Одна к одной. И погода какая замечательная. Тепло, хорошо. А воздух-то какой. О, ну кайф же. Пойдем сейчас оформляться. И кушать. Кушать надо. Здесь, я так тоже понимаю, какая-то небольшая дамбочка, потому что вода вон там вон высоко, а здесь вроде как уже идет пониже. Очень интересно. Все
Ну да, красота. Смотрим на падающую воду. Красота. Мы покушали, но так как мы приехали чуть-чуть позже, обед тоже я покажу чуть попозже. Там были так уже остатки. Гуляем сейчас по территории. Все смотрим. И идем заселяться. Прокат лодок тоже, да, здесь? А? Прокат лодок тоже здесь. Ну, был, если не убрали. Ну, вон какие-то лодки лежат. Сочли. Красота. Лепота. Понятно, я имею в виду, вот мне не надо ни тусовок, ни вечеринок. Что вам, Катя, нравится? Да, очень тихо, спокойно и красиво. Ну, хорошо. Нам тоже нравится. Вот в этом здании. Это лечебный корпус. Относишься плохо. Дедушка Ленин будет с нами рядом. Такой у нас котеджик. Что? Дверку открыть. А что, вы не можете выйти? Тут не открывается. Спасибо. Вот. Сейчас пойдем смотреть баньку. А вы когда хотите в баньку? На какой день? Да, где-то на днях. Посмотрим. В гостях называется у Лешего, да, банька? Ну, что-то да, такое. Класс. Здесь как будто бы пустовато.
жили вот в этом номере с На втором балконом. этаже. Да, там люкс, там 2 комнаты, балкон. Вот здесь сейчас посмотришь. Классный номер. Вот Ага. балкон. Красота. А это домики персонала? Или это тоже для Да, заселения? для проживания. Неплохо. Неплохо тут. С двумя окнами. Дом Окко. Вот заходишь, получается, шкаф, ванна, кошка. Вон мы ехали, какие-то 10-е. Сходили еще в бассейн, погрелись в сауне, попили фито-чай и двигаемся в сторону ужина. Сейчас подождем девочек. Никита там должен уже выходить. И стартуем на ужин. Покажу, что у нас будет на ужин. Ну что, вот мы пришли на ужин. Посмотрим, что сегодня будет. Посмотрим, что сегодня будет у нас. Салатики. О, перцы фаршированные. Здесь что-то уже съели все. Здесь что у нас интересного? Как тебе, Катя, менюшечка? Хорошо. Все, берем еду и приятного аппетита. Идем смотреть енотов. Что там видно енотов? Енотик. Темновато. Но все равно его видно. Вон сюда посмотри. Вот. Где еще? Вон там. И вон там. Интересно. Пошел. Он у меня хотел телефон спереть. Вот такой вот ночной у нас променадик. Здрасте, здрасте. Кто это тут такой? Это мой пальчик. Не ешь мой пальчик. Он тебе кусь хочет сделать. Качественный. Ать, ать. Давай я тебя буду за лавку ловить. Ой, какой там. Спустился тоже к нам. Тоже хочет потрогать. Ну ладно. Ну что, подведем итоги сегодняшнего дня. Сегодня, это было сегодня, мы вылетели из Санкт-Петербурга, прилетели в Уфу. Из Уфы мы доехали до Карагая санатория, пообедали, сходили к врачу, выписали направление на все процедуры. После этого сходили в бассейн, поплавали, в сауне посидели, сходили на ужин, немножко прогулялись по лесу, посмотрели на енотов. Ну, немножко еще днем посмотрели на природу местную. Так что получился очень насыщенный день.
очень интересный. Завтра будет, может быть, не так интересно, потому что завтра не будет процедур, не будет каких-то там особых активностей. А вот с понедельника начнутся процедуры. И, наверное, что-то можно будет посмотреть, что-то кто-то снимет. Вот. А так, всем хорошего вечера. Всем спасибо, что посмотрели, заинтересовались этим видео. Надеюсь, что было интересно. Всем пока-пока. И по скрипту. Вот так мы отдыхаем. От Кати всем привет. Очень хороший домик, очень уютный. Небольшой, но все, что нужно, есть. Окна, холодильники, все завалено нашими вещами. Все. Пока-пока.